Рассказы Лукмана. Лукман Закиров, старейший писатель Татарстана. Ему 97 лет. Меня зовут Алиса, я подбираю его произведения для их озвучки и размещения в интернете. Спасет ли мир красота? Сожгли культуру в обмен на жизнь. Фраза «красота спасет мир» весьма сомнительная. Ее, якобы сказанную когда-то Достоевским, частенько повторял академик Лихачев из Петербурга. И каждый раз, глядя на него, я вспоминал свое детство, когда в нашей глухой деревне, где не было ни электричества, ни дороги и ни одного жителя, когда-либо слушавшего оперу, поселилась одна культурнейшая интеллигентная пара из блокадного Ленинграда, которую поместили в пустующий рядом с нами дом, где хозяин недавно умер с голода. Конечно, нынешнему поколению невозможно доказать причину голодной смерти тогдашних сельчан. Ведь в деревне все-таки у каждого была картошка, из которой, как утверждают нынешние, можно приготовить несколько десятков различных вкуснейших блюд. Однако, чтобы приготовить эти блюда, нужно еще кое-что, например, мука. А в деревне не было тогда не только муки, но и соли. О сахаре и чае говорить нечего. Если бы нынешнего любителя картошки поставить в тогдашние деревенские условия, то он, живя на одной несоленой картошке, наверняка через дней 20 потерял бы свою трудоспособность, что приводило деревенского жителя к медленной смерти. Потому что там надо постоянно работать, подготовить на зиму дрова, топить печку, приготовить еду, таскать ведрами воду за километр, кормить скот и, главное, сажать, убирать, хранить ту единственную пищу – картошку. Умирали в основном деревни более культурные, не совсем приспособленные к физическому труду люди, у которых не было ни коровы, ни бани, они не умели плести лапти. А ведь это всесезонная женско-мужско-детская обувь, вышедшая из моды лишь в 60-х годах прошлого века. И вот наши новые соседи, бывшие театралы, единственные культурные люди деревни, сперва жили неплохо, носили модные костюмы и даже читали книги на лавочке у дома, удивляя сельчан, пока было лето и водились деньги. Как только ударили морозы, а с этим были пущены под дрова все заборы и пристройки чужого дома, наконец кончились и деньги, они, оказавшись на грани гибели, стали спасаться, обменивая вещи и драгоценности на еду и на дрова. Культура их бросила, и они были похожими на теперешних бомжей. Взамен на рубашку дед мой поставил им буржуйку, маленькая железная печка, поскольку русская печь пожирала много дров. Буржуйку же можно было топить даже соломой, и они много дней топили ее своими толстыми ценными книгами, привезенными за 3000 км. Эти культурные горожане все-таки выжили у нас, сжигая культуру в обмен на жизнь. Находясь на грани смерти, они прекрасно поняли цену бесценных книжных томов и никогда, видимо, не пытались говорить после этого о спасении мира красотой.